Здравствуйте, с вами передача «Акцент», и сегодня мы поговорим о крещенских гаданиях. В студии у нас пресс-секретарь Якутской епархии инокиня матушка Евгения. Здравствуйте. Матушка, здравствуйте. Здравствуйте. Инокиня Евгения Миру Мария Сергеевна Синчукова, 33 года, кандидат философских наук, журналист, пресс-секретарь епархиального управления Якутской и Ленской епархии, проректор Якутской духовной семинарии по научной работе, пишет стихи, ведет свой блог и страничку в Фейсбуке, обожает фэнтези. Как нормальный христианин должен отмечать все вот эти вот религиозные праздники? Лучший способ поссориться с Богом – это участвовать в крещенских гаданиях и святочных гаданиях. Дело в том, что вообще церковь, как вы знаете, наверное, не одобряет гаданий, потому что, во-первых, потому что это практика магическая, церковь к магии относится по определению плохо, а во-вторых, собственно, почему плохо, да? Потому что это попытка залезть, грубо говоря, в то, что залезать не надо. Да? Ну, во-первых, в большинстве случаев это просто шарлатанство, а там, где это не шарлатанство, это, ну, к сожалению, это столкновение с далеко не самыми светлыми силами. Господь не зря нам не открывает будущее. Господь хочет, чтобы наша жизнь была, ну, если так можно выразиться, интересной, да? И ответственной, самое главное, чтобы мы чувствовали ответственность за каждый свой шаг. Именно поэтому гадания так очень сурово не одобряются, и даже в средние века, в общем-то, за это, ну, скажем так, образованных людей от церкви отлучали. То есть, понятное дело, что люди простые, необразованные, часто увлекались такого рода традициями и гаданиями, и там, поисками жениха в этот период. А церковь же установила, если так можно выразиться, другую традицию в период святок, то есть в период, начиная от Рождества до Богоявленского сочельника, крещенского сочельника 18 января по новому стилю. В этот период принято делать акцент на добрые дела. Вот. И, собственно, если говорить о традициях, да, то это, пожалуй, основная традиция. То есть одна, самая известная, думаю, каждый скажет, колядки. В наших широтах это не очень принято, потому что ходить петь песни, да, петь песни в минус 45 на улице, это ох. Это очень сложно. Но вот 2 года назад, может быть, кто-то помнит, мы проводили флешмоб вот здесь по соседству в центре, в торговом центре Большом Туймада. Пели колядку. Очень, очень красиво было, по образцу того, как это делают и в Европе, и в Москве уже проходила 5 лет назад первая такая акция. А в принципе, эта традиция очень старая. Почему-то до сих пор у нас это все принято, ну, как-то совмещать с церковью, да? У нас, в принципе, Рождество Христово, а потом идет крещенское, я так понимаю, это было крещение тоже, опять же, Господне, да? Да. И именно между двумя этими периодами у нас вот происходит вот эта вся чертовщина. Это, ну, как бы являясь более-менее таким языческим регионом, Якутия, она очень сильно. У нас вот теперь появились, так, танха появилась, да? В принципе, я не помню такого слова в детстве, но сейчас оно уже очень сильно используется. С чем это связано? Вот именно как история религии, наверное, вам это знакомо? Мне это немножко знакомо. Я могу предположить, почему это происходит здесь. Дело в том, что у Якутии в этом смысле достаточно трагическая судьба. В советский период духовность была подчищена. Вот именно подчищено. Дело в том, что христианство, приходя на какую-то территорию, не затаптывает местную культуру, ну, в нормальном случае. И как раз вот в этом случае Якутии очень сильно повезло. То есть для меня, например, вот просто, я считаю, это просто иллюстрация к религиозной жизни Якутии. Начало 20 века, фотография есть, начало 20 века, эсэх проходит, то есть лето, все празднично одеты, и священник, обычный православный священник присутствует, совершает молебен. То есть традиция осталась, но она была уже совершенно по-другому усвоена. И вот сейчас так получилось, что Якутская епархия, при том, что ей уже больше 20 лет в ее восстановленном виде, только
ну, как сказать, восстанавливается, если так можно выразиться, возрождается, священников меньше, чем хотелось бы. Пока что не так много, и это тоже вот большая проблема, ради чего семинария была открыта якутская, не так много священников, говорящих на языке, да, то есть священников саха у нас совсем немного. Вот с людьми говорить мало у кого получается, на родном языке, на понятных образах. И люди ищут что-то понятное, духовность человек всегда ищет. Да? Ну и куда ему приходится идти? Ему приходится искать в каких-то таких формах суррогатных, по большому счету. Мы прекрасно понимаем, что в наше время всерьез язычество восстановить очень сложно. Это практически нереально. Это совершенно другой уровень сознания. Это традиционное сознание, которого сейчас в принципе нет. Его сейчас нет даже в маленьких селах. Это совершенно другое представление о природе. Да, конечно, вот если там уехать на крайний север, да, и даже здесь, у людей очень особое благоговейное отношение к природе. Оно просто не может не рождать формы почитания ее, да, там, одухотворения ее, просто потому что от природы человек зависит полностью. Да, собственно, в городе ты споткнулся, упал ночью, ты не поднимешься. Ну вот, я, например, я думаю, что я не поднимусь. Я первые 5 минут буду подниматься, а потом, наверное, замерзну. Вот. Ну, человек помельче комплекции, может быть, станет, но обморожение получит. Вот. Поэтому, чтобы этого избегать, я думаю, что надо вести такую полноценную просветительскую работу. Да? Есть Библия на якутском языке, было немного. А какую вот еще у нас епархия проводит просветительскую работу? Ну, во-первых, вот вы сказали о Библии, на якутском языке ведется перевод. Вот сейчас, только что буквально меньше месяца назад, прошла презентация очередной книги Библии на якутском языке, книга притч Соломона. Это одна из самых известных ветхозаветных книг. И, кстати говоря, она была очень хорошо усвоена именно в якутской традиции. Да, то есть наша руководительница переводческого отдела епархии Саргалана Леонтьева рассказывала, что очень много пословиц и поговорок именно из книги притчи Соломона. Вот. И сам образ царя Соломона мудрого тоже вошел в якутский фольклор. Потом епархия ведет достаточно много просветительской работы. В прошлом году, даже позапрошлом уже получается, как, наверное, помнят зрители, был представлен фильм, который даже был удостоен награды ТЭФ-регион от святителя Иннокентия Якутии «Небесный покровитель». И вот в этом году прошла презентация фильма, вот он лежит у меня передо мной, фильм «Первый якутский» о епископе Дионисии Хитровом. Это первый епископ самостоятельной якутской епархии. Человек совершенно удивительный. Я, кстати, буду очень рада подарить редакции этот диск. Епископ Дионисий здесь протрудился почти 40 лет. Человек был совершенно уникальный. Он самостоятельно, фактически, по благословению святителя Иннокентия Вениаминова, выучил якутский язык, много занимался переводами, был, собственно, в какое-то время был руководителем комиссии переводческой. Благодаря ему существует богослужение православное на якутском языке. Благодаря ему были осуществлены первые переводы на якутский язык. Он работал над первой якутской азбукой. В общем, человек во всех так сказать, смыслах выдающийся. Отлично. А где посмотреть можно фильм? Значит, во-первых, у нас уже прошла премьера в Синема-центре, его показывали в течение 2 дней в кинотеатрах города. Сейчас диски можно будет приобрести, во-первых, в церковных лавках, в первую очередь Преображенского собора. А во-вторых, я надеюсь, что он у нас в интернете появится. Вот. Фильм снят очень современно, там есть элементы игровые. Это авторский проект архиепископа Романа. Он у нас очень креативный человек в этом смысле. Подобрал прекрасную команду еще с прошлого фильма. Сам работал над сценарием. И он как бы ведущий фильм, он рассказчик. По крещенским купаниям, да, все-таки такая традиция, она не подразумевала, наверное, наши условия, да, якутские, они купаться минус 50, это ужасно, наверное, как-то по организму должно ударять, но в то же время это
традиция, которую многие верующие якутяне поддерживают. И Значит, смотрите, сразу хочу сказать, чтобы никто не волновался, это не обязательная традиция. То есть, если вы не искупаетесь в ночь на крещение или там днем даже на крещение, ничего страшного не произойдет. Значит, важно помолиться. Святая вода — это святыня. Мы обязательно набираем бутылочки. Вот у меня сейчас как раз заканчивается вода вот прошлого года. Значит, откуда вообще взялась эта традиция? Она действительно достаточно древняя. Ее там пытаются возводить чуть ли не к первым векам христианства. Это, конечно, наверное, некоторое преувеличение, но она возникла достаточно давно. И, в общем, это просто символ очищения. Ну, как вот в нормальном случае, ну, собственно, это нормальная христианская практика, человек приходит в храм и кается в своих грехах, да? А это как бы символ, да, того, что, вот, того же самого очищения, и что вот с водой сходит, обновляется душа человеческая. Тут надо опять же понимать, что, естественно, если вы омоетесь крещенской водой, сами по себе вы от грехов не очиститесь. Да? Но вот напоминание о том, как очищение происходит, у вас будет. И в этом смысле, конечно, наши морозы, они как-то так еще более символичны, что, в общем-то, без труда не выловишь рыбку никаким образом из пруда, и душу свою без труда действительно не очистишь. Поэтому я, конечно, людей, которые купаются на крещении, очень уважаю просто за силу духа. Тут главное, чтобы это не превращалось, во-первых, в попойку, будем уж прямо говорить. Да? К сожалению, это очень тоже распространенная реалия нашего времени, когда люди радостно прыгают в воду, потом, значит, радостно выпрыгивают из воды, хлопают рюмочку водки, еще рюмочку водки, еще рюмочку водки. И, в общем-то, как-то так от самого настроения праздника крещения, вот этого обновления природы, обновления духа, обновления человека, к сожалению, в таком случае ничего не остается. Вот я вот всем желаю этого-то избежать. спасибо, что пришли, спасибо, что рассказали очень интересные и поучительные истории. Да, спасибо. Творите добро, не забывайте очищаться духовно и физически. С вами была передача «Акцент». Николай Борисов.